В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросы остались без ответа. В Гале безрезультатно закончилась очередная встреча в формате МПРИ. С целью контроля над электроснабжением Черноморэнерго презентовала цифровой диспетчерский щит. Добрый Сухум стартовал новый благотворительный проект. Сегодня в Гале прошла очередная четырехсторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. Нашу делегацию возглавлял заместитель председателя СГБ Республики Астамур Арлан. Абхазской стороной в повестку встречи был внесен вопрос, связанный с решением премьер-министра Грузии Бахтадзе о внесении в так называемый список Атхазория Татунашвили 33 человек, которые якобы совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии. В распространенном сегодня комментарии МИД Абхазии выразил серьезную озабоченность крайне деструктивными действиями правительства Грузии. Однако позиция абхазской стороны не нашла поддержки участников встречи в Гале. Как известно, 26 июня на брифинге в администрации правительства Грузии премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что на данный момент в список Атхазория Татунашвили внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодняшний день совершили различные преступления в отношении граждан Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии. Это означает, что данные лица считаются преступниками в странах, солидарных с Грузией, и подлежат аресту при въезде в эти страны. Эта тема была вынесена на обсуждение участников МПРИ, состоявшейся в Гале. Абхазской стороной было поставлено условие о снятии данного вопроса с повестки дня и обсуждения других тем формата МПРИ. После часа переговоров грузинская сторона так и не пришла к единому решению. Поэтому абхазская делегация была вынуждена покинуть переговоры. Мы предупреждали грузинскую сторону несколько месяцев назад, что такой шаг недопустим. Он будет направлен на осложнение переговорного процесса, не будет способствовать сближению позиций, поиску каких-то компромиссов и так далее. Несмотря на это, грузинская сторона пошла на такой шаг. Сегодня в начале встречи мы поставили вопрос о том, что с повестки дня нашего формата МПРИ, вопрос Атхазория должен быть снят. Мы дали время на обсуждение нашей позиции нашим грузинским коллегам. К сожалению, после часа обсуждения они не смогли прийти к какому-то результату, который позволил бы нам продуктивно работать здесь, в городе Гал. В результате мы озвучили позицию абхазской стороны, что в таких условиях ни сегодняшняя встреча, ни завтрашняя встреча в формате МПРИ невозможна. Было обсуждение нашей позиции, она осталась прежней. Практически мы не приступали к обсуждению тех вопросов, которые стояли в повестке дня. Мы сегодня завершили встречу. Таким образом, пока не ясно, когда будут возобновлены четырехсторонние встречи в формате МПРИ. Кроме того, как подчеркивается в заявлении МИДа Абхазии, сложившиеся обстоятельства носят провокационный характер и способны полностью разрушить работу женевских международных дискуссий, направленных на урегулирование существующих конфликтов на Южном Кавказе. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия находится с рабочей поездкой в Москве. В рамках поездки глава правительства провел несколько встреч. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Республики Абхазия. В частности, Геннадий Гагулия встретился с вице-премьером правительства Российской Федерации Виталием Мутко. Были обсуждены вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами, реализации инвестиционной программы, развития социальной инфраструктуры, экономики и туризма. Говоря об итогах встречи с Мутко, Геннадий Гагулия отметил, что реализация программы социально-экономического развития Республики Абхазия не будет изменена, а все включенные в нее на 2019 год проекты будут реализованы. Также сегодня Геннадий Гагулия встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 год. Сегодня же Геннадий Гагулия посетил посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Игорем Ахба премьер-министр обсудил перспективы социально-экономического сотрудничества с Россией.
РУП «Черноморэнерго» создала службу автоматической системы управления технологическими процессами. Теперь отдел оперативно-диспетчерской службы предприятия осуществляет контроль над электроснабжением республики на новом цифровом диспетчерском щите. Всего на цифровом экране отображены 18 подстанций. О том, как работает новая система, в репортаже Алики Трапш. Оперативно-диспетчерская служба «Черноморэнерго» осуществляет оперативное управление и контроль над работой всех элементов системы электроснабжения Абхазии. Круглосуточно на данном диспетчерском пункте специалисты ведут контроль электрической нагрузки. В случае аварийных ситуаций на новом цифровом диспетчерском щите автоматически высвечивается место аварии и защита, от которой отсоединилась линия. Минус старого щита был в чем? В том, что, во-первых, он был аналоговый. Кое-какие переключения надо было вносить здесь на схеме вручную, а здесь уже все автоматически показывает. И плюс еще на старом щите мы не видели защиты, от какой защиты отключается то или иное присоединение. На новом щите мы это все видим. На цифровом диспетчерском щите «Черноморэнерго» благодаря структурной схеме можно наблюдать за работой каждой подстанции на территории всей республики. Диспетчер видит на нем мощность напряжения, которая поступает по линии, его нагрузку и количество распределяемой электроэнергии на соседние подстанции. Помимо этого можно увидеть мощность нагрузок автотрансформаторов и отходящих линий. Также есть журнал измерений, где фиксируется нагрузка и напряжение всех воздушных линий. Видно на каждом присоединении, в частности, по воздушным линиям, и нагрузку, напряжение, токи, полную мощность, активную, реактивную мощности, плюс еще косинус фи. Это своего рода как бы шпаргалка для диспетчера, он уже видит все. По этим данным он может уменьшить или поднять, если надо где-то увеличить напряжение. Если перегруз идет, он может уменьшить, создать схему такую, чтобы разгрузить ту или иную подстанцию. Помимо этого, оперативно-диспетчерская служба «Черноморэнерго» ведет отчеты почасовых нагрузок напряжения на подстанциях, чтобы правильно и оперативно ликвидировать аварийные ситуации. Если вдруг на подстанции аварийно отключилась какая-то линия, то дежурный диспетчер в журнале тревог на экране увидит, от какой именно электрозащиты она отключилась, после чего он предпримет необходимые меры для устранения аварийной ситуации. К слову, запущенная автоматизированная система управления технологическими процессами в целом повысит устойчивость работы электростанций и сетей, улучшит работу оперативно-диспетчерской службы «Черноморэнерго», исключив ошибочные действия дежурного персонала. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В эти дни по всей республике проходят школьные балы. Сотни выпускников прощаются со школьными годами и вступают во взрослую жизнь. Выпускников школ Абхазии 2018 года поздравил президент республики Рауль Хаджимба. Школьные годы – это незабываемый период вашего формирования, обретения знаний, широты кругозора, долгого и неустанного поиска жизненного пути. И если вы достигли определенного уровня, поверили в свои дальнейшие творческие возможности, то это результат в первую очередь ваших стараний, усердия, целеустремленности. Вместе с тем, это и заслуга ваших замечательных, добрых, отзывчивых педагогов, которые в постоянном контакте с вашими родителями помогали вам встать на ноги, добиваться новых успехов, побед и свершений. Все это будет сопутствовать вам на протяжении всей вашей жизни, отмечается в частности в поздравлении президента. Во всем мире благотворительность является неотъемлемой частью развитого цивилизованного общества. Радует, что и в Абхазии это направление активно развивается. По инициативе администрации столицы стартовал проект «Добрый Сухум». На пресс-конференции участники проекта рассказали о его целях и задачах. Культурно-благотворительный фонд «Ашана», благотворительная общественная организация «Киараз», благотворительный фонд «Вереск», благотворительный фонд Ассоциации инвосодействия и администрация столицы объединились при создании проекта под названием «Добрый Сухум». По словам участников и организаторов проекта, его цель – распространение и популяризация идей благотворительности в Абхазии, привлечение внимания граждан к проблемам людей с особенностями развития, ограниченными возможностями здоровья, материально нуждающимся и оказание разносторонней поддержки наиболее социально незащищенным слоям населения. Чтобы понять цель этого проекта, каждому человеку стоит ответить, наверное, на один важный вопрос. В каком городе вы хотите жить и воспитывать своих детей?
Например, нам хочется, чтобы наши дети росли в городе, где существует взаимоподдержка и взаимопомощь, где нет неравнодушных граждан, где каждый человек, даже не имея возможности какой-то финансовой, старается помочь тому, кому сложнее в этой жизни. В задачи проекта входит также координация работы благотворительных фондов Сухума. Заместитель главы администрации столицы Леон Кварчи отметил, что власти города по мере возможности готовы оказать административную, организационную, консультационную и иную необходимую нефинансовую поддержку благотворительным организациям в этом добром деле. В органы государственной власти обращается большое количество людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, за материальной помощью. К великому сожалению, далеко не всегда удается помочь всем из-за того, что количество обращений действительно большое. Тем не менее, мы не хотели бы оставаться равнодушными, безучастными. Много думали над тем, как еще мы можем помочь, за исключением прямой финансовой помощи. Изучали существующий международный опыт, существующие механизмы, методики. И нам очень понравилась технология «Добрый город». В рамках проекта «Добрый Сухум» намечен ряд мероприятий. В их числе установка ящиков для сборов пожертвований благотворительными фондами в административных зданиях, содействие в размещении социальной рекламы на наружных рекламных носителях, проведение ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый Сухум», а также проведение совместных благотворительных акций с Содружеством добрых городов России. Участники проекта призывают жителей и гостей республики, средств массовой информации, представителей предпринимательского сообщества, органов власти и управления поддержать проект. На Алакове, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба находится с рабочим визитом в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Госкомспорт Абхазии. Намечены встречи с министром спорта Сирии, президентом Олимпийского комитета, президентом Федерации спортивной борьбы и с руководителями спортивных федераций Арабской Республики по различным видам спорта. Обсуждались вопросы сотрудничества Сирии и Абхазии в сфере спорта, проведения матчевых встреч между странами, посвященных 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Министерством спорта и спортивными федерациями Сирии. На территории отделения родовспоможения Республиканской больницы Сухума в текущем году начнется строительство православной часовни Пресвятой Богородицы. На месте строительства уже установили крест. Об этом сообщает Апснапресс со ссылкой на клирика Сухумского кафедрального собора Давида Гвазава. В часовне будет установлена икона, именуемая «Помощница в родах», перед которой роженицы или их близкие могут помолиться Богородице. Часовня будет построена по просьбе и на пожертвования верующих. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 31-36 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.